Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Абхазии отметили День памяти жертв Латской трагедии. 31 год назад войска Госсовета Грузии сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами из Ткварчала, в котором заживо сгорели 87 человек. Наш соотечественник Саид Пабба стал обладателем одной из престижных спортивных премий Турции. Стартовала ежегодная акция Союза политических партий и общественных организаций Благотворительного фонда Абхазии и партии Народный фронт Абхазии. 14 декабря в Абхазии отмечают День памяти жертв Латской трагедии. В этот день, 31 год назад, войска Госсовета Грузии сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами из Ткварчала, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Это одна из самых трагических страниц в новейшей истории Абхазии. Останки погибших захоронены в городе Гудаута. Ежегодно 14 декабря по всей стране проходят мероприятия ко дню памяти жертв Латской трагедии. В Гудауте к памятнику невинно убиенных возлагаются венки и цветы. В церемонии приняло участие президент Астанджани, члены правительства, депутаты парламента и общественность. Здесь же прошел траурный митинг. Вот уже 31 год Латская трагедия, кровоточащая рана в памяти народа Абхазии. В этот день страна вспоминает тех, кому враг не дал ни малейшего шанса на спасение. 14 декабря 1992 года над высокогорным селом Лата грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами, летевший из блокадного Ткварчала в Гудауту. Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. С самого утра люди несут цветы, игрушки и сладости к братской могиле в городе-герое Гудаута. Зажигают свечи в память о невинно убиенных. В этот день вся Абхазия скорбит вместе с семьями погибших. Вся семья моей мамы, 6 человек. Это был ее родной брат, 2 ее невестки и 4 маленьких детей. Маленькому было 2 месяца, 3 годика, 4 годика. Это боль, с которой я росла. Но вот, когда я уже стала мамой, я поняла, насколько она тяжелая. Трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с жестоким врагом, благодаря чему народ выстоял и победил. В этот день содрогнулась вся Абхазия. Все здравомыслящие люди из других стран душат спазмы бессильного гнева. 36 детей, 15 из них единственные сыновья в семье. 8 сгоревших женщин собирались стать матерьми. Память не оживляет погибших, но пепел от их сгоревших тел стучит в наши сердца, напоминая, что надо делать все возможное, чтобы подобное не повторилось. Безусловно, Латская трагедия – одно из наиболее страшных и жестоких событий в истории человечества, которое, впрочем, так и не получило мировую оценку. Но 14 декабря 1992 года останется в новейшей истории Абхазии одной из самых тяжелых и трагических дат, а память о жертвах Латской трагедии всегда будет жить в сердцах абхазского народа. Аля Катрапша, Адамурджения, Абхазское телевидение. В парке Славы в Сухуми прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибших защитников Отечества. Мероприятие было организовано Госкомитетом по делам молодежи и спорту. В церемонии приняли участие ветераны войны, родственники погибших, школьники, жители республики. Память жертв Латской трагедии почтили минутой молчания. Школьники прочитали стихи. Затем в небо выпустили 87 голубей и зажгли свечи. По количеству заживо сгоревших женщин, детей и стариков в подбитом грузинскими войсками вертолете. «14 декабря 1992 года вертолет, который летел со стариками, с пожилыми людьми, с детьми, был сбит над Латой.
грузинскими фашистами. Та зима была очень снежная и холодная. Эдпорчал был в блокаде. Очень тяжело было всем. И с продуктами в том числе. И поэтому по возможности МЧС России вывозил оттуда обычных жителей. 87 человек погибло, в том числе 35 детей, 8 женщин, которые ждали детей, и члены экипажа. Эта история вообще особняком стоит, потому что это нам говорит о том, что грузины хотели сделать с нами. Потому что воевать с мирными жителями, задача была у них одна, чтобы уничтожить весь абхазский народ. Но с Божьей помощью им это не удалось. Сегодня мы собрались в память о тех людях, которые погибли в вертолете. Но и в память о всех, кто погиб. Кто погиб за нашу Родину, за нашу свободу. И чтобы эта трагедия больше не повторилась, мы должны всегда о них помнить. По поручению президента Аслана Бжани обломки сбитого грузинами вертолета доставлены из Латы в Гудауту. Об этом сообщила на памятной церемонии, приуроченной к латской трагедии, директор Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии Гугут Саджикерба. Выполнением поставленной президентом задачи занимались вице-президент Бадра Гунбай и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. Доставленные обломки будут установлены в музее под фотографиями погибших и зажжен вечный огонь. Гугут Саджикерба также отметила всесторонней помощи и поддержки Госмузею со стороны главы государства. К другим новостям. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжани и руководителя администрации президента Абисалома Кварча с председателем Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА Тимуром Гулья, сообщает пресс-служба президента. На встрече обсуждались актуальные для государства и общества вопросы, в том числе и недавно принятые парламентом законы, регулирующие вопросы восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии. Президент Аслан Бжани еще раз подтвердил свою готовность обсуждать все вопросы, волнующие граждан страны, и вести открытый диалог. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанб провел телевизионную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом в рамках нового международного информационного проекта МИД Абхазии. Специальный проект посвящен теме многополярности и глобального большинства и будет транслироваться на системной основе на абхазском телевидении и телевидении дружественных стран. В фокусе внимания народы и страны, бросившие вызов коллективному Западу, отстаивающие свою свободу, историческую судьбу, самобытность и национальную культуру. Утвержден двусторонний план действий, предполагающий существенную активизацию абхазо-сирийских отношений в различных отраслях. Инал Арзанб провел очередную встречу с министром иностранных дел и по делам соотечественников Сирийской Арабской Республики Фейсал Аль-Мигдадом. Министры также договорились об активизации внешнеполитической и информационной координации между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Тело 60-летней жительницы села Баслаху обнаружено днем 14 декабря в морской акватории Чемчиры, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели вытащили тело из воды и передали родственникам. Причины происшествия устанавливаются. Верховный суд Абхазии признал эмира Киркинадзе виновным в убийстве, разбое и незаконном обороте огнестрельного оружия. Киркинадзе приговорен к 15 годам заключения в колонии строгого режима с конфискацией имущества без штрафа, сообщается на сайте Верховного суда. 28 апреля 2022 года эмир Киркинадзе и Вальтер Шаматава вломились в дом жителя села Тамыш Тенгиза Рацпа, чтобы похитить оборудование для майнинга. Хозяин дома застал их на месте преступления. Завязалась драка, во время которой Киркинадзе убил брата Тенгиза Тамази Рацпа. Также был смертельно ранен Вальтер Шаматава. Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества из домовладения в селе Баслата Сухумского района. Подробности в оперативной съемке МВД.
Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества из домовладения в селе Баслата Сухумского района Кабба Тенгиз Вячеславович, 1986 года рождения, житель поселка Дранда Гулрыбского района. Последний путем отжатия пластикового окна проник в жилище заявительницы, откуда похитил денежные средства и изделия из желтого и белого металла. Общая сумма ущерба потерпевшей составила 222 тысячи рублей. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление, провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом УВД по Сухумскому району. Похищенное, а именно ювелирные изделия и украшения, изъяты. Тенгиз Кабба заключен под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б частью 4 статьей 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственная группа РОВД. В Турции вручили награды одной из самых престижных спортивных премий за честную игру. Среди победителей наш соотечественник Саид Пабба. Он получил награду в номинации «Человек года в спорте». Организатором премии является Национальный олимпийский комитет Турции, который ежегодно присуждает награды выдающимся людям за достижения в разных областях. Саид Пабба – начальник департамента спорта одного из районов провинции Стамбул, основатель и президент спортивного клуба «Ата». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по репатриации. Новый год – время чудес и подарков. Союз политических партий и общественных организаций совместно с благотворительным фондом Абхазия и партией «Народный фронт Абхазии» запустил ежегодную акцию. В ее рамках учебные заведения республики получают в дар компьютерную технику, спортивный инвентарь и не только. Подробнее об акции расскажет Лаура Капш. 5 моноблоков, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, конусы и скакалки получила в подарок школа в селе Чхуартал Тхуарчалского района в рамках традиционной предновогодней акции, организованной Союзом политических партий и общественных организаций совместно с благотворительным фондом Абхазия и партией «Народный фронт Абхазии». Мы будем оказывать и этот год, и следующий год среднеобразовательным учреждениям, средним школам Абхазии помощь в компьютерных классах, спортивном инвентаре. Все это проходит при помощи наших друзей, нашего фонда. Как-то вот года полтора назад мы говорили здесь по поводу храма. Храм мы обязательно будем восстанавливать. Сейчас мы доберем все необходимые стройматериалы. И, соответственно, потом начнем привлекать тех профессионалов, которые будут каменными работами заниматься. Большое спасибо. В первую очередь, 2 года тому назад вы начали очень много чего сделать. Мы начали школу там, вы помогли очень много раз. Сейчас сегодня очень что-то делать, это очень хороший вариант. Я иду, что вот так, как вы, вот таких людей, чтобы много. Организаторы акции также посетили Кынгскую среднюю школу. Привезли 5 моноблоков, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. Также дали обещание, обязательство, что мы узнали, что здесь будет проводиться капитальный ремонт, создание компьютерного класса, и уже доукомплектуем этот класс еще 5 моноблоками в новом году, и, соответственно, еще также создадим здесь кинокомнату. Естественно, компьютеры это радует, потому что все-таки дети должны, которые выходят со школы, уметь пользоваться компьютерами, чтобы дети занимались. У нас не была такая возможность. У нас единственный один компьютер, который мы этим занимаемся, в смысле учителя. Вот. И поэтому большое спасибо им. В средней школе села Кындык на сегодняшний день обучаются 56 детей. Есть все классы, кроме 7-го. Учителей достаточно, однако школа нуждается в ремонте. Здесь нет отопления, поэтому приходится пользоваться дровяными печками, отмечает директор школы Марина Алтыба. В школе частично заменены окна. Также летом была отремонтирована кровля. Ремонтные работы были осуществлены за счет республиканского бюджета. Нам государство сделало крышу летом. У нас крыша вообще была непригоден, полностью поменяли. У нас уже капитально есть крыша, электричество, если будет.
У нас с водой тоже проблемы, естественно. Ну, тоже обещают нам неправительственные организации. Я надеюсь, что в скором времени будет окна. В некоторых классах тоже неправительственная организация нам поставила. Но не смогли охватить, конечно, ту сумму, что выделялось, все классные помещения охватить, но почти в большинстве классных комнатах стоят окна. Акцию также поддержал министр внутренних дел Роберт Киут, выпускник этой школы. В принципе, это очень, я считаю, хорошая акция, которая позволит нашим детям развиваться правильно. В дальнейшем еще предусматриваются другие, как говорится, да, вот, возможности. И в ближайшее время поможем еще и ремонт здесь сделать, компьютерный класс опустим и много-много другое. Детям нужно помогать, особенно в селах. С УКСом у нас есть уже договоренность. В ближайшее время сметят и начнут ремонт компьютерного класса. Я считаю, что это важно очень для сельских школ, такого рода мероприятия. Дети должны быть на уровне того образования, которое сегодня требуется, да, вот, в современности, и, соответственно, необходимо в других школах тоже такого рода акции проводить. Организаторы акции с такими же подарками посетили 3-ю и 14-ю школы столицы. В общем, закуплено более 55 моноблоков, из них раздали 18. Оставшиеся организаторы планируют раздать учебным заведениям Гудаутского, Очамчирского и Галского района. По словам председателя партии «Народный фронт Абхазии» Лаши Саканя, в этом году в рамках проведенных в районах Абхазии акций помощь оказана более чем на 10 миллионов рублей. Акция проходит при поддержке друзей фонда председателя Совета директоров российской холдинговой компании «Эго Холдинг» Александра Кашина, а также Роберта Гагарян и Гейдара Зейналова. Лаура Капш, Аляс Корсая, Анатолий Маланя, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. В Москве состоялась встреча председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Тараша Хагва с министром спорта России Олегом Матыцыным, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Главы спортивных ведомств обсудили вопросы дальнейшего усиления сотрудничества, а также реализацию проектов, направленных на укрепление двусторонних отношений. Госкомитет по делам молодежи и спорту запустил голосование за лучшего спортсмена 2023 года по версии болельщиков в социальной сети Instagram. 25 декабря в Сухуме состоится торжественная церемония вручения премии «Апызакопш». Премия присуждается молодым работникам министерств и ведомств, входящих в структуру Кабинета министров. В рамках премии будут награждены и спортсмены. Госкомспорт учредил специальную номинацию «Болельщики выбирают спортсмена года своими голосами». Список номинантов составлялся исходя из достижений в спортивном сезоне этого года. Победитель будет определен по наибольшему количеству лайков под фото. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 15 декабря на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Камчушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.